Нагадай свое счастье. Здравствуйте, мои дорогие любимые. С вами снова канал L-Life. Я Карина, я таролог и практик. Мы продолжаем наш с вами разговор и расклады, традицию, да, поддерживаем адвент-традицию, расклады по адвент-календарю Таро. И у нас сегодня следующий расклад. Я иду немного не по графику, но я собираюсь этот график подтянуть. Когда-нибудь подтянуть. Надеюсь, что все будет хорошо. Уже понимаю, что да, поджимает время, но я постараюсь. Вот. Итак, главное это наши расклады, да, что мы их делаем постоянно, стараемся. Хоть с какой-то регулярностью, да. Вот давайте смотреть, какой у нас тут следующий расклад. Самое главное, что они есть, да? Что мы что-то тут пытаемся, корячимся, чтобы они были. Итак, следующий расклад сюрприз, потому что здесь никогда не ожидаешь вообще, какой будет. И тут у нас, смотрю, про финансы расклад. Как вы можете достигнуть финансовых целей. Ну, проще сказать, как вам стать богатым, да, человеком, потому что финансовые цели у всех одинаковые, все хотят быть богатыми, никто бедными быть не хочет. То есть как вы можете достигнуть финансовых целей или, проще сказать, стать богатым человеком, да, или разбогатеть, или улучшить свое финансовое положение. Итак, первый вопрос. Вот как у вас сейчас, вот какое у вас сейчас финансовое положение. То есть наша первая карта в середине внизу, да. Вторая карта, которая слева. Я усвоил эти убеждения. То есть какие убеждения вы уже усвоили, какие они у вас есть. Третья карта справа. В настоящее время вы боретесь с этими проблемами в финансовом плане. То есть здесь мы обозначаем проблемы. Четвертая карта сверху, да, это первое, что вы должны сделать. Пятое. Вы не рассматривали эти возможности до сих пор. То есть еще какие-то возможности, которые вы не рассматривали. Шестая в середине сверху, кто вам может помочь. Седьмая, это слева, что для вас значит богатство. И восьмая, с другой стороны, вот как могло бы выглядеть ваше финансовое будущее, да, вот если бы вы применили этот расклад на практике. Поэтому мы с вами оставляем, значит, наши вопросы, кладем их в сторону, использовать мы будем Таро закона притяжения, ну это ж логично. Хорошо. Достаем нашу замечательную колоду. Вообще Таро закона притяжения я в скором времени планирую использовать как можно чаще, как вы знаете. Это одна из любимых колод, которые, из старых, да, которые использовались на этом канале. Очень давно уже, то есть в постоянном режиме, да, на разных там раскладах, в разных темах совершенно. Одна из любимейших просто, да, колод Таро. Ну, правда, очень хорошая колода, естественно, очень хорошая. Хоть у меня и действительно много карт, больше 700 колод, но эта колода запоминающаяся. Она очень подходит для любой темы расклада, абсолютно для любой. Но финансовая тема, конечно же, тоже подходит к этой колоде. Поэтому я почувствовала сегодня, какую взять. Вот она прям естественным образом, почему-то интуитивно легла сегодня вот так мне в руки. И я понимаю, что да, вот очень хочется вспомнить, как мы на ней много раз гадали. Много сотен раз гадали, да? Хорошо. Итак, перемешиваем наше Таро закона притяжения. И первая карта, как вы помните в этом раскладе, да, это ваше финансовое положение сегодня. То есть сегодня что у нас? 3 позиции, как обычно. Видео всегда актуально в момент, когда вы его смотрите. Да, мы сейчас в адвент записываем перед Рождеством, но это ничего не значит, что вы можете никогда не смотреть там в другое время, что ли. Можете, конечно. Итак, первая позиция у нас кристалл цитрина. Вторая позиция это принит. Третья позиция аметист. Кристаллы такие вот необработанные. Итак, первая, вторая, третья. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте. Потом переходите уже на свой тайм-код. А мы начинаем с первой позиции. Остальные я убираю пока в сторону. Итак, наш цитринчик. Цитринчик такой. Камушек. Просто вот добыли его, и никто его еще не гранил, там ничего не делал, да.
не шлифовал. Итак, первая карта — ваше финансовое положение на сегодняшний день. И это у нас с вами 8 мечей. Ну, такая себе карта, я вам скажу. Такая себе, да. Она у нас такая грустненькая. Вот как будто на вас прям дождик льет. Вы человек такой печальный. Прям все невзгоды на вас свалились. Поэтому сказать, что у вас хорошее финансовое положение по этой карте, ну, невозможно, сами понимаете же. Невозможно. Сейчас у вас какая-то явно стоит финансовая проблема, трудность. И, к сожалению, плачевное положение ваше. Вот. Ну, я так понимаю, что, значит, и расклад вам нужен, и не зря здесь пришел к вам этот расклад, потому что он, ну, как говорится, как в руку, да, попал, в вашу точку болевую. Конечно же, карта говорит о том, что у вас очень много блоков на деньги. Вы сейчас вот как будто бы такой безысходность, да, не знаю, что мне вообще делать. Скорее всего, долги. Ну, а как еще иначе? Либо долги, либо, ну, 0 денег, совсем ничего в кошельке, и там корки хлеба и все такое прочее. Если вы себя не узнаете, если вы не видите в себе никаких финансовых проблем, трудностей, тупиков, долгов или там совершенного обнищания, или, ну, даже если вы, допустим, человек рабочий, все у вас нормально, но столкнулись с финансовой трудностью, резко возникла какая-то проблема, вот это еще про вас. Но если вы не видите у себя каких-то таких проблем, да, ну, вот скажете, ну, нет у меня таких проблем, ну, не существует их сейчас у меня, да, то тогда это не ваша просто позиция. Вы же должны понимать, что мы выбираем позицию по сигнификатору. То есть первая карта, она все равно здесь, конечно же, важна, правильно? Ну хорошо, тут у нас первая позиция — люди, у которых, правда, есть большая финансовая трудность. Вот какая-то проблема, очень такая, ну, довольно серьезная, я бы сказала. Иначе совершенно бы другие карты выпали, сами понимаете. Итак, значит, вторая карта. Какие убеждения у вас есть? Уже вы их усвоили, да, по поводу денег? Какие убеждения? Ой, извиняюсь, вкладыш не вытащила. Ну, что-то вот прям... Ну, бывает такое, бывает. Не вытащишь вкладыш и перетасуешь колоду. Бывает. Так, инструкцию не затасовала сюда. Карта мага. У вас есть убеждение, что вы должны работать. Деньги зарабатываются только способными людьми, которые чему-то выучились, кто умеет работать, постоянно трудиться, не покидая своего рабочего места, засучив рукава. Для настоящего специалиста работа всегда найдется, и всегда у такого специалиста есть хорошие деньги. То есть, в принципе, у вас есть неплохие убеждения, что человек может все, что он может добиться чего угодно в финансовом смысле. И на самом деле вот эта карта мага, да, она показывает действительно, что вы чувствуете в себе некий потенциал, вы чувствуете, что вы можете, ну там, не знаю, уже, может быть, освоили какую-то профессию, можете по ней работать, быть хорошим специалистом, проявлять лидерские качества, можете даже, ну, не знаю, там бизнес свой основать. То есть, что, мол, это может каждый человек, каждый, у кого хоть какие-то есть небольшие мозги. И вы чувствуете в себе, что, ну, у вас тоже там в семье были такие хорошо работающие люди. Вы чувствуете, что у вас есть такие вот наследственные, да, какие-то способности. То есть вы не такой вот совсем вот в минусе человек. Да, у вас появилась трудность, проблема в жизни, да. Может, долги, действительно, кредиты. Может, вас кредиторы там треплют. Но это не значит, что вы совсем все плохо и все. Нет, конечно. Вы чувствуете в себе способность это исправить, понимаете, исправить. Хорошо. В настоящее время вы боретесь вот с такими проблемами в финансовом плане. Давайте посмотрим, с какими. С какими проблемами вы боретесь. 7 мечей. Вот вы сначала попали во тьму. Возможно, вас кто-то обманул, или вы обманулись сами. Ну, то есть совершили какое-то глупое действие, неправильное, да. Но сейчас вы уже начинаете видеть свет в конце туннеля. То есть на самом деле
несмотря на то, что у вас очень плачевное какое-то положение, вот какая-то трудность, может быть, вас кто-то ограбил, обманул, поперли с работы, бывает такое, именно с помощью обмана и интриг. Может, что-то с бизнесом случилось, увели клиента, вогнали вас в долги с помощью обмана. Такое бывает, но вы видите все равно, что есть какие-то просветы. И да, вы боретесь с обманом, да, вы боретесь с этой тьмой, да, вы боретесь с предательством, может быть, в финансовом плане, но у вас же есть и положительные программы, убеждения, что вы можете все, что вы настоящий, возможно, профессионал или профессионал в будущем. И все равно человек, который работает, он заработает. Вот вы же знаете, что если засучив рукава работать, все равно денежка придет. И, соответственно, вот он, ваш свет в конце туннеля, то есть надежды какие-то появляются на то, что вы сможете что-то в жизни там исправить, да? Хорошо. Не так уж все плохо и пасмурно, как это там, дождливо, как это изначально казалось, да? Это первое, что вы должны сделать. Давайте посмотрим, что. Что первое вы должны сделать? Колесо фортуны. Положиться на судьбу. Такое бывает, что иногда свои проблемы нужно научиться передавать Богу. Вот честно, я поняла, не так давно, там, допустим, несколько лет назад только, что действительно у каждого человека есть проблемы, которые ему не по плечу. И те проблемы, которые мне не по плечу, я всегда передавать начала Богу. Вы знаете, они решаются. То есть это просто нужно научиться доверять высшей силе, доверять Богу, Вселенной. Разрешение любых проблем, потому что не совсем мы можем справиться в этой жизни. Не совсем. Нет, конечно, там, допустим, много таких проблем не бывает, да, но бывают такие, с которыми трудно справляться. Особенно какие-то внешние обстоятельства, которые давят на тебя. Ты можешь внутри что-то себя исправлять, и то не всегда. А вот снаружи, только Бог тебе поможет. Допустим, представьте, что вы поехали на важные переговоры, но застряли в снегу. Этот снег навалил до такой степени, что перекрыл всю дорогу. Вы не попадаете на важные переговоры. Но если вы помолитесь, может произойти настоящее чудо. Например, резко придет трактор, который разгребает. Люди встанут с лопатами. Не знаю, вертолет прилетит. Что угодно. Не придут другие участники этих переговоров вовремя. Или тоже не смогут прийти. Понимаете? То есть, если вы помолитесь, случится чудо. А если не помолитесь, не факт, что оно случится. И нужно научиться доверять. Колесо – это понять, что есть обстоятельства, которые не зависят от тебя, которые ты не можешь регулировать. И первое, что вы должны сделать, это все-таки научиться. Вот когда у вас появляется трудность, с которой вы не можете справиться, и признавать это, нужно научиться и просить у Бога, чтобы Он это все исправил. Передай Богу свою проблему, у тебя все получится. Кажется, нет, не решится, это все фигня, ерунда, но на самом деле раз и решается. Попробуйте от души. Я вот обычно Богу пишу письма, то есть если у меня появилась проблема, которая не решается, или которую мне не под силам решить, она состоит из внешних обстоятельств, и все тут, я пишу письмо Богу. Записку, письмо. Я пишу: «Здравствуй, Бог, я тебя люблю. Я прошу тебя от всей своей души решить такую-то проблему». И мысленно отдаю ему эту проблему. Еще ни разу не было, чтобы он ее не решил. Ни разу в жизни не было, чтобы он ее не решил. Потому что это Бог. И Бог может абсолютно все. А проблемки у меня... кто-то бы услышал мои проблемы из вас и сказали бы: «Господи, как мелко мы тут плаваем вообще, как мы живем». Что то, что у нас происходит, такая ерунда на самом деле. Поэтому, может быть, вам стоит пересмотреть то, что у вас в жизни есть, происходит. И, соответственно, может быть, вам нужно научиться доверять высшим силам. Даже по мелочам можно обращаться к Богу не только по крупным проблемам, по любым. Даже если вы их решаете, вы можете попросить, чтобы они решились лучше, быстрее, с помощью
высших сил и на благо всего сущего. Можно обращаться по любым проблемам. Даже те, которые вы можете сделать за 5 минут, вы можете все равно обращаться. Потому что так всегда будет только лучше, хуже не будет точно. И Бог не отказывает никому. Это не какой-то седой старик, который сидит на небе, у него очередь, и он прям не успевает к вам. Такого точно нет. Хорошо. Первое, что вы должны сделать, положиться на судьбу. Второе. Вы не рассматривали эти возможности до сих пор. Давайте посмотрим, какие. Карта смерть. Вы не рассматривали возможности от чего-то отказаться. Закончить, оборвать, уволиться, там, не знаю. Расстаться с чем-то, с кем-то, переродиться, начать с нуля заново, иначе. Нужно научиться расставаться с прошлым или расставаться с старыми привычками, со старой работой, со старыми мужьями, с чем угодно старым, отжившим, ненужным. Может быть, в каком-то городе вас уже ничего не держит, а вы все держитесь за этот город. Вы уже стоите под дождем, вам очень плохо. А свет только в конце туннеля, там, на другой стороне, где-то, в другом месте в жизни. Может быть, вам стоит первое, что сделать по колесу, это не только довериться высшим силам, а еще и уехать. Уехать, отбыть куда-то, поменять свою судьбу, поменять все. Может быть так? Колесо вращается, жизнь меняется. Колесо не только может советовать, доверять, хотя доверять Богу это первостепенно, доверять Вселенной, Богу. Но по колесу мы часто уезжаем куда-то. Это же колесо. Мы меняем что-то, переворачиваем с ног на голову, а рядом карта смерть. Она говорит о том, что вам нужно с чем-то расстаться и из куколки превратиться в бабочку. Хватит уже быть гусеницей, да? То есть эти возможности почему-то не рассматривали, хотя отказаться, расстаться и уйти для вас гораздо проще, чем тянуть на себе эту лямку. Хорошо. Кто вам может помочь? Ух ты, королева кубков. Тут у нас беременная женщина. Ну, дитя, беременная женщина, просто женщина, любящая мать, любящая женщина, любящая кого-то, да. Женщина знака воды или с асцендентом в воде. Это все подходит под описание королевы кубков. И у каждого она своя. Не стоит цепляться, что она должна быть беременной. Беременных женщин довольно мало, которые еще и могут вам помочь в финансовом смысле. Скорее, это женщина, любящая детей, да, или любящая кого-то сейчас. Вот. Заботливая мама хорошая, да. Вот такая женщина. И также это может быть вообще, в принципе, ребенок, общение с ребенком, поддержка от ребенка, от вашего ребенка. Да. Хорошо, а что для вас значит богатство? Сила. Богатство для вас это сила. То есть, чтобы разбогатеть, вам нужно понять, что обрести силу вы можете через деньги. Если вы это осознаете головой, поймете, что да, для меня богатство это сила. Когда я богат, я силен. Или богата, я сильна, да, то вы будете более стремиться к богатству и к процветанию. А когда ты стремишься, ты же получаешь, куда направлена твоя энергия мыслительная. Вот мысли, да, куда направлены мысли, туда направлена энергия. А это значит, что ты добьешься этой цели. Все, о чем мы думаем, сбывается. Все, о чем мы думаем, добиваемся, да. Поэтому, если вы будете все время думать о том, чтобы разбогатеть, вы разбогатеете. В любом случае. Есть, гораздо много примеров, да. Гораздо больше, чем вы думаете даже. Как люди могли бы, да, когда-то бы. Нет, не бы, они разбогатели. Именно направив свою энергию туда, куда надо. Понимаете? Да, вам нужно больше думать о том, что вы можете разбогатеть. И, соответственно, что для вас значит богатство? Конечно, это сила. Это мощь, это энергия, это поддержка, опора. Это вообще, вот вы когда богаты, вы очень сильны, очень энергичны, вы мощны, вы здоровы, может быть, даже. И вы можете поддержать и других людей. Богатство – это объединение сил, это партнерство для вас.
это любовь. Вы любите деньги. Если вы так любите деньги, вам нужно поддерживать свою любовь. Мы можем любить что угодно и кого угодно. Деньги тоже можно любить. Любить всей своей душой. Как, вот мы любим дело какое-то свое, хобби свое, людей любим. Любим природу, любим деревья, любим цветы, любим мебель, драгоценности, любим деньги. Почему нет? Не надо отрицать в себе этого. Вот что тут главное. Вот как могло бы выглядеть ваше финансовое будущее. Вот видите, двойка мечей. Это договор. Вот здесь, именно в этой колоде, эта карта означает договор. И, соответственно, мощный какой-то сильный контракт, причем работать именно объединившись с кем-то в паре. Это может быть партнер по бизнесу, рабочий напарник, кто-то рядом, да, кто всегда поддерживает. Вот как-то в одного вы не совсем справляетесь, а вот с кем-то у вас получается вот там прям в тандеме идти очень хорошо. Поэтому ваше финансовое будущее могло бы выглядеть очень успешно, и вы могли бы действительно добиться хорошего финансового положения. Не могу сказать, что самых высот, да, но хорошего финансового положения именно благодаря партнерству. Поэтому как вам разбогатеть? Быть с кем-то партнерами или партнершами, работать вместе, подключать ресурсы друг друга. У кого-то есть умственные ресурсы, опыт работы, у кого-то есть деньги, чтобы вкладывать в бизнес. Или, допустим, на работе складывать два умения вместе, да, обмениваться опытом. И вот идти вместе, и всего добьетесь. В одиночку вам трудней. Честно вам скажу. То есть вы можете стать действительно, не то, что прям как Рокфеллер там, да, но хорошее финансовое положение, богатое для вас. Вот сейчас вот вы скажете, это богатое. У вас может быть. Вот, такая первая позиция. Такая хорошая позиция. Мне понравилось. Тут мы человека все-таки вывели из кризиса мысленно. Хорошо, идем дальше. Позиция номер 2 наш принят. Зелененький такой камушек, кристалл. Тоже не обработанный. И первая карта — ваше финансовое положение сегодня. Какое? Десятка мечей. Вы попали в шторм. Вы знаете, такое бывает, что попадаешь в круговорот, какой-то шторм, да, вот так, наверное, в середине должна быть. Вот. И тебя куда-то засасывает, куда-то стихийно тебя уносит. И ты не знаешь, что будет дальше. У вас могут быть деньги вполне по этой карте, но с другой стороны вы не имеете никакой гарантии завтрашнего дня. Даже имея деньги, вы не имеете стабильности. Корабль-то у них есть, лодка у них есть, имущество, вот оно, имущество плывет. Но имущество завтра может уже разбиться, расхлестаться о скалы. Или его засосет в водоворот, или шторм его перевернет, расколет на куски, на щепки, там, я не знаю, что угодно. А может, выплывет. Вот шторм закончится, а посудина-то живая, здоровая, и люди там все в порядке, понимаете? И вы понятия не имеете, вот на сегодняшний день вы понятия не имеете, что будет завтра с вашими деньгами. И вот это подвешенное, ужасное какое-то состояние, оно, конечно, гложет. У вас могут быть сейчас деньги, могут не быть деньги. Вы можете работать, можете не работать. Тут другое. Тут скорее ваше финансовое положение нестабильное совершенно. Вы не знаете, заработаете вы или не заработаете. Будут вам приходить вообще хоть какие-то деньги или нет. То есть вот до такой степени. И если вы себя в этой позиции не узнаете, вам не стоит смотреть эту позицию, потому что тут человек попал в шторм. Понимаете? Если вы не попали в шторм, не смотрите. Ведь может быть у вас совсем другое сейчас положение. Посмотрите те позиции, да, другие две, и может быть вы себя узнаете там. Но здесь буря. Здесь буря настоящая. Я бы сказала, кризисное состояние и психически очень неуравновешенное. Честно.
Какие у вас есть убеждения финансовые? Давайте посмотрим. Туз пентаклей. Вы знаете, что человек может стать богатым. Любой. Любому может так повести. У вас есть, вы знаете, подсознательно и сознательно магическая сила, которая притягивает деньги. Вы человек удачи, вы щедрый человек, вы это знаете. Вы знаете, что вам иногда везет. И вы знаете, что на вас могут падать с неба совершенно большие деньги, огромные. И ваше финансовое положение, вы чувствуете, что в будущем может стать прям, ну не знаю, как вот великолепным. И вы можете буквально вот взять и просто разбогатеть. Вы чувствуете, вы стремитесь к этому. Вы хотите быть именно богатым человеком. У вас есть убеждение, что человек не должен мелко плавать. Зачем он тогда жизнь свою тратит здесь на земле? Он должен жить по полному кайфу. И да, вы стремитесь к тому, чтобы стать именно богатым человеком. По вашим меркам. У каждого своя мера богатства. Это понятно. Но вы хотите, именно по вашему представлению, всего и сразу быть богатым, да, человеком, быть богатым человеком. Для вас это важно. И вы настоящий авантюрист. И вообще от денег очень зависите. И ваше настроение от них зависит. Если денежки есть, настроение прекрасное. Если денежек нет, настроение ужасное. Если с деньгами что-то не так, вы будете переживать, не спать. Ну, я считаю, что лучше в этом признаваться себе, да, чем вот так ходить, лукавить. Ой, я вообще от денег не завишу. Ой, вообще какое богатство, вы что? Ну вот зачем это надо? Зачем врать себе, другим? Скажите, как есть. Я люблю деньги. Я хочу быть очень богатым человеком. Хочу 8 вилл в Испании. Ими там банчить, чтобы всем сдавать их. Я не знаю, что угодно. Хочу лайнер свой. Хочу 8 не вилла, мерседесов. Таксопарк устроить. Ну, не знаю, хочу 5 квартир в Москве и да, дом на Рублевке. Или еще что-нибудь, понимаете? Там можно много чего. Там. В Нью-Йорке хочу огромный пентхаус. У кого какие мечты? Кто мне какие вот еще называл из клиентов? Там кто-то хочет на Востоке жить, в Азии, кто-то в Индии, кто-то в США, кто-то хочет, значит, в Европе обосноваться, кто-то хочет в Сибири, кто-то в Украине хочет, кто-то, значит, ну, кто где. И все мечтают о каких-нибудь там интересных там вещах. Кому-то только квартира нужна, кому-то дом в 500 квадратных метров, там, пятиэтажный, ну или еще что-нибудь. Главное знать, вот как, в каком положении вы будете чувствовать себя богатым человеком, богатым. В каком именно положении. То есть, что имея, вы почувствуете себя богатым или богатой. Именно так, понимаете? Итак, в настоящее время вы боретесь вот с такими проблемами в финансовом плане. С какими? 5 пентаклей, укол прямо в сердце. Так, ну, во-первых, может, любимый человек вас недостаточно обеспечивает, если вы женщина. Укол прямо в сердце. Видите, тут у нас любовь примешивается к денежкам. Любимый не подарил, не принес зарплату, там, не знаю, не обеспечивает, как я хочу. То есть у женщин могут быть здесь такие проблемы. У мужчины явная несамодостаточность. Ну, то есть я хочу быть богатым, знаменитым, там, не знаю, миллиардером. Но что-то меня не оценили как-то. Ну, я обиделся вообще на этот мир. Ну, как же так? И, видите, обидка именно идет. Разочарование. Поэтому, конечно, у вас какая-то трудность финансовая и чувство обманутости. Ну, то есть, мол, работал человек, работал, а так ничего не вышло, да? Или жила с мужем, а отдачи никакой в финансовом смысле. Или еще что-нибудь в этом духе, понимаете? То есть тут явно идет вот стресс, такой стресс. Вы боретесь со стрессом из-за денег. А это значит, что появилось что-то неожиданное, скорее всего. То, что вы вот не предполагали для себя, что будет эта трудность.
Может, на вас свалился какой-то огромный счет. Вот у меня было такое, потому что я живу в Германии, и ну, здесь на человека может в любой момент свалиться огромный счет. И он знать не знает, по какой причине этот счет возник, пытается разобраться, потом разбирается, так оно, ну, какое было, да? Особенно с коммунальными услугами, сами понимаете. Раз в год здесь рассчитываются коммунальные услуги, они не оплачиваются ежемесячно. Ежемесячно ты вносишь какой-то взнос фиксированный, который совершенно не соответствует действительности, а через год тебе выдают, что ты там должен 2000 евро еще за коммуналку. То есть это на тебя неожиданно сваливается счет, и ты его должен выплатить. Если ты его не выплатишь, тебе просто конец. И люди здесь к этому чаще всего готовы. То есть у них есть коробочка, там, я не знаю, счетик для этого или у кого как. И они весь год собирают все-таки как-то деньги на коммуналку. И потом, чтобы не было таких неприятных вещей. Ну, если такого счета огромного не будет, они будут подпрыгивать от радости, говорить, мне повезло, я накопил себе денег, да? То есть, вот как-то так. У вас могла там, не знаю, машина сломаться, а починить невозможно пока. Вы без колес остались. Вот понимаете, что угодно, что бьет по вашему карману, и вам обидно. Обидно, что не помогли, обидно, что не сделали. И там, может, вы обратились к кому-то за помощью, а вам отказали, например, да? То есть вот какая-то обидная ситуация, довольно-таки обидная какая-то, разрушительно, неприятная. И вот прям как укол в сердце. Может, на работе с зарплатой обманули там, да? Хорошо, это первое, что вы должны сделать. Император. Дисциплинировать себя срочно, понять, что нет, вы король жизни, император это вы. И неважно, женщина вы или мужчина, вы настоящий богач в подсознании. И понять, что вы чего-то в жизни стоите, соблюдать правила и законы, и какой-то регламент, распорядок дня, взять себя в руки, жить по режиму, дисциплинировать полностью свой день, расписать, выполнять тайм-менеджмент или еще что-нибудь. В общем, вы должны работать и работать над собой, обратиться к какому-то, возможно, высокопоставленному или важному мужчине, может быть, даже за помощью. Но императоры от вас требуют. Он говорит вам так. Послушай, у тебя есть лидерские качества и все способности зарабатывать. Это первое. Второе. Ты мощняк, ты вообще там человек, просто гигант, который может. И ты настоящий там бизнесмен, бизнесвумен, начальник, начальница. Так ты возьми уже себя в руки и пойми это, насколько ты достойный человек. Дальше третье. Ты за кого-то отвечаешь. Ты не можешь позволять себе психовать, нервничать и обижаться. Ты отвечаешь за кого-то, кто есть под тобой, там, не знаю, ребенок, там, жена, муж, там, бабушка, дедушка, мама, папа, сестры, братья. Там. Ты не можешь себе позволить раскисать. Ты должен или должна вот просто собрать себя срочно в одну кучку и работать, делать, стараться, руководить, раскидывать обязанности. Но никогда не отчаиваться, потому что император уж точно не отчаивается, он такой прям кремень, вот будь кремень, вот прям как кремень будь, да? То есть вот он вас как-то вот прям по-мужски вот так берет за шкварник, типа, ну ты чё это, ну... И вот первое, что вы должны сделать, почувствовать себя этим императором, даже если вы женщина. Ну и да, вот может обратиться к какому-то мужчине. Что является здесь второстепенной трактовкой. Не ной, говорит император, все будет хорошо. Вы не рассматривали эти возможности до сих пор. Какие? Король мечей. Второй раз карты намекают, обратись к какому-то мужчине. А ведь действительно, может, вы на какого-то мужика внимания не обратили? Вот я даже сейчас, когда вам диктовала первую-то карту, и то на мужика, только во вторую очередь обращала внимание, а карты настаивают. Они говорят, вы не рассматривали эти возможности до сих пор.
Хлоп и король мечей. Поговорить с каким-то мужчиной, попросить помощи, проконсультироваться, а может даже проконсультироваться с юристом. Ведь наш король мечей в костюме и с портфелем. Он может быть как математиком, так и там, доктором наук, так и политиком хорошим, военным, может быть юристом, адвокатом. Подумайте, к кому вы можете обратиться и посоветоваться по поводу денег-то. Ну и также это любые государственные органы. А еще, вы до сих пор не досматривали возможности. Первое – стать начальником. Второе – стать хозяином бизнеса. Третье – дисциплинировать себя, взять в руки. Успокоиться, охладиться, перестать пылить. Применить свой рассудок, логику, здравый смысл, железную логику именно. Вот кто такой король мечей. Ладно. Кто вам может помочь? Проверим, да? Ух ты! Карта влюбленные. Вам может помочь тот, кто вас любит. Это уже однозначно. Карта здесь показывает именно поцелуй. То есть явно тот, кто вам может помочь, с этим человеком вы не брезгуете и поцеловаться. Это кто-то, кто испытывает к вам чувства. Кому вы нравитесь, кто вас любит. Человек противоположного, скорее всего, пола, если вы не однополая любовь. И, соответственно, обратитесь к этому человеку или обратите на него внимание. Он может вам помочь, он может вас поддержать на самом-то деле. Просто вы, может быть, в него не верите, или этот человек до этого отказывался, значит, он может вам помочь. Хорошо, что для вас значит богатство? Повешенный. У вас, вы знаете, богатство – это драйв, это риск, это пройти по канату, да, это вот рискнуть именно. То есть богатство вызывает для вас такое ощущение, что вы ходите по краю пропасти. На самом деле, с одной стороны, вы страстно хотите быть богатым человеком, с другой стороны, у вас есть программы страха денежного, испуга. То есть, возможно, даже по роду передавалось. Есть программы действительно бедности. Наш повешенный явно беден. Наш повешенный ходит по краю, наш повешенный рискует. Поэтому для вас быть действительно богатым человеком все-таки определенный риск. Возможно, подсознательно вы даже думаете, что богатых убивают, например. Задумайтесь над этим. С другой же стороны, богатство для вас – это острое ощущение. То есть, когда человек богат, он может испытать массу острых ощущений различного рода. И приключения самые настоящие. Ну вот представьте, так вот вы над пропастью по канату ползете. Ну, настоящее приключение. Хорошо, вот как могло бы выглядеть ваше финансовое положение. 4 кубков. Вот стоят эти столбы, да, и могут сколько угодно веков простоять. Вот так могло бы выглядеть ваше финансовое положение. Тут даже особо описывать не надо. Я думаю, что на одной этой фразе можно построить всю следующую цепочку рассуждений. То есть вы понимаете, о чем я сказала, да? Богатство, передаваемое из поколения в поколение много лет. Вот так могло бы выглядеть ваше финансовое положение. Да, у вас есть потенциал быть по-настоящему богатым человеком. И я думаю, что вы должны им воспользоваться. Но такой ответ по второй позиции. А мы идем с вами дальше. К позиции номер 3. Да. Номер 3. Аметист. И первая карта. Ваше текущее финансовое положение какое? 4 пентаклей. Очень бережете деньги, держитесь за каждую копейку, запаролили свои карточки, чтобы, не дай бог, никто туда не заглянул, никто там не обокрал, трясетесь, боитесь. Деньги накопленные, по этой карте накопленные деньги, у вас есть накопление. Также, скорее всего, у вас стабильное финансовое положение, но сказать, что вы богатые, не могу. Это не сказочное богатство, это какое-то хорошее, добротное положение, скорее всего, среднее или спокойное, когда у человека есть регулярные доходы, и он даже может что-то накапливать.
С другой же стороны, долгое время не можете прыгнуть определенно выше какой-то планки. И, соответственно, хотели бы, но пока что вот превысить уровень доходов вы не можете. Не получается, не можете этого добиться. Но вы довольны своим финансовым положением вот в меру, да, в меру довольны. Сказать, что вы совсем жалуетесь и не хотите признавать, что вы богаты, в среднем финансовом состоянии, нельзя. Вы именно признаете, что у вас более-менее все хорошо. Или не все хорошо, но, по крайней мере, лучше, чем у других. Или просто стабильно. Стабильно хотя бы и то нормально. Есть люди, которые живут в полной нестабильности, а вы стабильны. Вот если вы себя в этой позиции узнаете, что вы стабильны, что у вас есть финансовые накопления, хоть небольшие, что у вас есть работа, зарплата, регулярные денежные поступления, вот эти, да, все, значит, это ваша позиция. Если не узнаете, значит, ваша другая. Ищите, как говорится. Какие у вас убеждения есть финансовые по поводу денег, да? Тут жезлов. Что в жизни каждого человека может наступить финансовый рассвет, что да, бывают трудности, что да, бывает и просто среднее положение, но когда-то можно все-таки улучшить финансы и воспользоваться возможностью, чтобы стать более состоятельным человеком. Также есть финансовые убеждения о том, что финансы не являются первостепенным для вас, а на самом деле вы хотели бы быть едины с Богом, со Вселенной, с людьми. И для вас семья, допустим, важнее, чем деньги. Быть свободным важнее, чем деньги. Любить важнее, чем деньги. То есть вы не ставите материальную обеспеченность на первое место. Как ни крути, у вас есть такие программы. Хорошо. В настоящее время вы боретесь с такими-то проблемами в финансовом плане. С какими? Умеренность. Ваша проблема только в том, что все слишком стабильно и одинаково. Например, одна и та же работа, одна и та же зарплата, и никто даже не хочет дополнительно премию прибавить, или прибавляют, но уж больно через себя начальник перепрыгивает. Вот. Как-то все слишком ровно и плавно, и не развивается, и скучно даже, и как-то уж больно медленно, и вы не можете уже от этой скукотищи. Вроде как, с одной стороны, радуетесь другим вещам в жизни, но в финансовом именно смысле ничего не происходит. Это вас не пугает, не разочаровывает, но и не слишком радует. Вот так могу сказать. Может быть, хотелось бы чего-то все-таки яркого, поярче, да, там, по заработкам. Это первое, что вы должны сделать. Что? Рыцарь жезлов. Пойти напиться в баре? Шутка. Первое, что вы должны сделать по рыцарю жезлов, это больше общаться с людьми, чтобы улучшить свое финансовое положение, вам нужно обрастать связями. Также можно завести как побольше друзей, особенно у которых есть лучше бизнес или лучше работа, чем у вас, лучше финансовое положение, чем у вас. И просто рыцарь жезлов обратиться к какому-то мужчине, который может подсказать. Однако этот мужчина, такое чувство, что ведет не очень хороший образ жизни. Может считать себя слишком свободным и, таким разбитным, а может быть настоящий любитель приключений, авантюрист, такой, который разные системы, схемы создает, как зарабатывать нелегально или еще что-нибудь. Вы советоваться-то советуетесь, но старайтесь не попадать под его влияние, потому что может соблазнить вас на какой-то сетевой бизнес, пирамиду или еще что-то. А зачем вам это надо? Но в целом, да, можно с каким-то мужчиной посоветоваться, который не из вашего мира. Вот так, наверное, да, из другого параллельного мира, где вы не бываете, не вращаетесь. Хорошо. Какие возможности вы не рассматривали до сих пор совершенно для себя? Колесница, уехать куда-нибудь.
Уехать, переехать, работать на расстоянии от дома или удаленно. Ну, то есть по интернету. Или работать за рулем, если вы мужчина. Ну, такие возможности вы не рассматривали. Кстати, некоторые женщины тоже работают за рулем, как и дальнобойщики есть женщины, особенно в США. Так и водители общественного транспорта, их полно везде. В странах СНГ, в Европе, везде. Кто вам может помочь? Туз мечей. Человек, почему-то, опять же, похожий на рыцаря жезлов. Рисковый. Человек рисковый какой-то может вам помочь. Спортсмен может быть. Вот какой-то вот подвижный. Возможно, находящийся сейчас на расстоянии от вас. Спортивный может быть. Просто любитель авантюр. Не знаю почему, но вот уже несколько раз он, да, вот вылазит и все тут. Что для вас значит богатство? Тройка мечей. Это для вас свобода. Самолет. Улетает самолет. Если бы вы были богаты, вы бы улетели. Уехали. Для вас богатство – это свобода. Свобода делать то, что я в жизни хочу. А первое, что вы хотите, это, возможно, или переехать, или путешествовать, в принципе, всегда. Изучать другие страны, узнавать других людей. Вам это просто, по-человечески интересно. Вот как могло бы выглядеть ваше финансовое положение на самом деле. Четверка мечей. Вы могли уже давно насовершать каких-то ошибок, но не сделали этого. И на самом деле ваше финансовое положение могло быть не лучше того, что у вас сейчас есть, а хуже. Вы ценой невероятных усилий сохранили то, что у вас сейчас. И достигли того, что у вас есть хоть какая-то стабильность. Вы могли оказаться в настоящем рабстве и еще и в нищете, под колпаком у кого-то, обездоленными. Поэтому лучше вот держаться за свой саквояжик с денежками, за свою зарплатку, за свою работку, чем попасть в настоящие проблемы. Вот почему вы так и цените свою свободу, да? Потому что, может быть, вы от кого-то сбежали, ушли, там, развелись вовремя. Кто мог бы выдаить вас как до конца и еще и посадить в клетку, вот такую, да, под колпаком держать. А может быть, от какого-то начальника ушли, да, кто вас разрушал. Вот задумайтесь, получается, вы совершили какие-то в прошлом невероятно правильные действия, которые в итоге привели к тому, что вы хотя бы стабильны, понимаете, стабильны и по умеренности более-менее спокойны. Да пусть лучше ничего не происходит, чем происходит плохое, правда? Вот такой ответ дали карты по третьей позиции. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь, помогайте нашему каналу, смотрите как можно дольше, пишите комментарии. Если вы находитесь в Европе, там, США, Австралии, Азии, то смотрите рекламу, старайтесь, да, там, чтобы мне шла монетизация, потому что сейчас в большинстве стран СНГ никакой монетизации нет. Вот. Если вы будете помогать мне, канал получит хоть какое-то развитие, потому что сейчас, к сожалению, русскоязычные каналы Ютубом не рекомендуются. Вот. Поэтому всем спасибо и пока, до новых встреч.